Мы снова на реке, и я сейчас вычерпываю воду. Сколько воды в моей лодке. Это пару дней назад мы ходили на рыбалку, и сейчас несколько дней были дожди у нас сильные, и речки я не спускался, не был на речке, и вот столько воды набралось на лодке. Сегодня хотим съездить на первую избушку, попробовать порыбачить на окуня и вообще ягоды тоже посмотреть, черники. Здесь у меня прикормка, вот прикормка, мешок там. Это с прошлой рыбалки. Эту рыбалку я не снимал, потому что клёва вообще не было. И в лодке, вон, смотри, сколько песка. Это дети сейчас на удочку тут с лодки, с моей лодки рыбачили. 100 разного мы поднимались на лодку, и столько песка. Прикормка. Не глубоко тут, в принципе. Глубина где-то 50 сантиметров, наверное, полметра. Прикормка уже несколько дней так стоит тут. В общем, сейчас мы собираемся и поедем. Поплывем до первой избушки. День отличный денек. Солнце ясно, пока безветренно. Эта рыбалка называется троллинг или как? Троллинг. Пробно так. Так мы не рыбачим первый раз. Попробуем. Леска так. Леска идет вниз. Метров 20, наверное, спустили. И потихоньку поднимаемся. Потихоньку. Пока поклевок не было. Такая трава возле берега. И будем так подниматься к первой избушке. Лодка тоже нас уже догоняет. Дела пока нету. Вот наша лодка, которая мы ниже нас была. Рыба поднимается. На ветерке. На ветерке поднимается. Да? Вот такая лодка, и ветерок по старинке. Вот так. Все, давай, поднимай. Купет. Все, купет, там ты воде кая, ну здесь, поворота здесь. Километра на 3 уже, поднимаемся, тащим весну, и ни одной поклевки. Вот смотрите, какие хорошие места. Трава, какое слабенькое течение. Но нету рыбы или не хочет брать непонятно что. Ни одной поклевки вообще. О, как красиво тут. И лук тоже не скошено. Баржик вич. Ох. Баржик вич. Того вообще так некогда выпухта мало, Дима. Он тоже зарастает. Даже сосны уже кругом. И шомакор, больше ничего тут нету. Шомакор, потому у нас. Да, еще до поворота так поднимемся, а дальше поедем. Где-то уже тут, уже 500 метров, наверное. Только в этом месте, мне кажется. А там ниже еще, за поворотами, сколько рыбачей. Обратно будем ехать на червя, попробуем порыбачить.
на спиннинг вообще клева нету что-то. На малых оборотах торты работают. И у меня опять эта груша подвела мне. Новая груша, и опять шарикная, она отсюда вылетела. И бензин по шлангу не идет. Приходится заправлять вот здесь, в этот бак. Все говно груши сейчас делает. Є ж окушки та є же щука. Ні одної покльовки. Нормальный ход. Ребята, мы на избушке. И сегодня вон, как вы видели, приплыли на лодке. Плыли, рыбачили и спиннингом, и окуня там пробовали поймать там на червя. И попался только один хороший окунь, отличный окунь. И еще одна плотва. С прошлого раза, когда мы приезжали сюда, приезжали на УАЗике, да, я отмечал. Так, подожди, не вижу, все слепит. А вон палка. И вода прибывала где-то сантиметра 20, наверное, сейчас уже вроде как уровень падает. Уровень падает. И поднимались еще мы выше на один поворот. Там много коряг. И пробовали там рыбачивать. Там мы поймали мы окушка и плотву. И собираемся сейчас за ягодами и грибами. Потому что рыба вообще не берет. И до вечера, после обеда, наверное, обратно уже будем плыть. И до того времени нам надо еще посмотреть грибы и ягоды. Сейчас ветерок поднялся. Ветер северо-западный. Может, из-за этого как-то тоже рыба не клюет. Не знаю, что. И окунь взяла вообще возле дна. Где-то глубина метра 3, наверное, там. И возле дна. Уже листья начинают желтеть. Сейчас небольшие заморозки уже у нас были сегодня. Сегодня у нас 10 августа. И уже начинает чуть-чуть заморозка уже начинается, в общем. Сейчас уже заварили чай. Вот вышел поболтать. Только чай заваривается. Чуть не забыл. Хотел еще заснять тоже уже. Неохота было вынимать камеру. А вот здесь на повороте, вот недалеко, буквально здесь 200 метров, наверное, 200 метров. И там на повороте пляж, тоже песок. И лоси там или вроде оттуда спустились, там перешли воду, речку, или же наоборот. Но там следы были 2 или 3 лося переход. Редко так увидишь тут. Обычно они летом переходят на 2 поворота выше. Переход там хороший тоже, я знаю. Частенько я там следы вижу. А здесь, вот в этом году они перешли тоже. И как-то дождь был, и непонятно, не останавливался там. Посмотрел и дальше поплыли. Так и не понял, в какую сторону они перешли. Но видно, что там 2 или 3 лося. Может, 2 больших крупных и 1 теленок. Переход хороший там. Если, может быть, даже сегодня туда поднимусь еще, как сказать, когда грибы будем собирать. Точно не обещаю, но если поднимусь, то обязательно засниму, там, приближу, там на пляже хорошо, отчетливо видно, как они, спуск или подъем был там у них. Моторные лодки кругом бегают тоже. И вот моя лодка. После ремонта все нормально. Вода не заходит. Все отлично. Жалко только рыба не берет.
приплыли на лодке, надеясь, что удачный клев попадем. А окунь еще, видимо, не, ну, окунь еще, они не собираются еще в такие в стайки, потому что они к осени, когда уже листья начнут желтеть, они собираются и идеально ловить их. Вообще попадешь на стайку и только поднимай. Сейчас пока их нету на глубине. Они где-то в мелководье, может, поодиночке там 1-2 штуки. И все. Перешли речку, переплыли и уже идем по тайге. Решили все-таки за речи сперва посмотреть. Здесь уже начинается болото. Это окраина уже. И для начала здесь посмотрим, если ничего нету, долго задерживаться не будем. Здесь уже сколько мы идем, ни одного гриба нету, красноголовиков, ничего. И даже смотрю, выхода не было, чтобы вот увидеть старый гриб. Ничего, тишина, пустота. Так. Здесь кормон носит, а ты. Ну вот. Вроде дошли. И здесь и будем смотреть. Фу. Штучные экземплярчики черники. Мало, нет. Маловато, однако, но вон смотри, вот тут, вот начинай собирать. Я, наверное, сперва помажусь тоже антикомарином, потом уже здесь и будем ковыряться. В принципе, на глаза попадаются вон. Вот она. Черника. Где-то минут 20, и только вот один совок такой я собрал, черники. И на глаза попадается также вот морожка. Вроде и везде уже натоптано, кругом следы, но морожка все равно есть. Вот они. Тоже уже спелые, сочные сейчас, в самом соку. Вот. Есть ягода. И вот следы, если присмотреться, везде кругом. Здесь люди натоптали, я летом сюда, как бы в июле сюда не заходил. Я не заходил, а люди ходили тут и собирали. Везде следы. А мы сегодня вот чернику уже начали собирать. Потому что если сейчас мы не соберем, в этом месте 100% уже будут собирать. Потому что уже сегодня, когда окушка уловили, там мы трое, ну, одна семья уже в эту сторону поднялась. И я спросил, куда они идут, и они сказали в сторону ВАД. Там на середине этого болота есть большое озеро, где мы стреляем уток. Конечно, у меня видео, наверное, пока еще не было про это озеро. 30 минут ходьбы от избушки, наверное, пешком 30 минут по болоту надо идти. И они в ту сторону они поднялись. Так что, может, и один день уже тут они собирали, потому что кругом следы. Но вот собираешь там, вроде как ягода есть, вот смотришь, синяя все. А начнешь собирать, и куда-то они
прячутся все время. Со стороны смотришь, везде. Везде ягоды. И вроде как сезон уже закончился морожки, а морожка еще есть. Спелая. Начинает бродить уже. Фу. Запах такой. Настойка из морожки, как будто пьешь. Так, где я совок-то свой оставил? Опа. Ну вот. Смотри, вот везде. Я говорю, вот до поздней осени морожка еще поспевает. Она не резко так. Не все одновременно раскрывается, а потихоньку и вон. И они еще. Вкусно. Вот. Смотрите, это уже черника тут. Черника. И за 20 минут, вот, смотрите, сколько я собрал. Один совок. Ну, медленно, конечно, набирается, медленно. Сейчас еще пособираем. И там дальше уже тоже тупик такой, уголок. А если возле болота там идти, там нету черники. Я там эти места уже знаю от и до. Я здесь рос в этих лесах. 1 год тут охотился, ходил с собакой и без собаки, на рябчиков и на косачей, белок стрелял. В общем, тут все знакомо мне. Не знаю, сейчас тут поковыряемся и может ту сторону еще сходим. Поглядим сейчас. Ребята, не знаю, меня видят или нет, но вон те, о которых я говорил, ягодники тоже собирают. И они уже обратно спускаются, как я смотрю, к избушке своей. Там на повороте у них тоже избушка. И с утра мы поздоровались, а сейчас они, не знаю, откуда пришли, но я случайно их заметил вот тут. Может, оттуда уже обратно спустились. Ну, ушли. Ничего не спросили, я это сам тоже не подходил. Ладно, пока пособираем. Может, к нам они приходили сюда, как бы, в этот уголок, и увидели нас, из-за этого уже отошли. Есть, которые, скажем, дело было один раз тоже. Я клюкву собирал. Если я, вот скажем, человек собирает где-то, вот, увидел, собирает, я к нему не подойду, пусть собирает этот уголок. А один раз я клюкву собирал, и возле меня, не знаю, прям под носом начали собирать. Нагло так залезли. Это можно считать, залезли в чужой огород. Как будто вот целое поле, и нельзя, скажем, метров 20 в стороне собрать или еще. Нет, они, блядь, под носом как начали там ходить, топтать все это дело. Но это понимаю, вот люди настоящие заметили, не подошли, как бы все, значит, пойдем в другое место, тут собирают уже или уже собрали. Я такого мнения. И если, скажем, мы сюда пришли, я увидел, что они собирают, может, подошел, поговорил, но не стал под носом там ковыряться. Это некрасиво. Вот. Такое количество, меньше половины пока еще. Хотя бы так, это ведерко соберу и
заранее не буду обещать. Хотя бы половину. И, наверное, сдавать я это уже не буду. Соберу и буду замораживать. В морозильник кину и будем уже зимой морс пить. Или варенье там на скорую руку сварить. Быстрое варенье за 10 минут. И будем пить чай с вареньем из черники или морс из черники. Что душе угодно. Главное, чтобы было что из чего варить. Откроешь холодильник, морозильник, а там ягоды, грибы. Если осенью не полениться. Вот уже за несколько дней, вот скажем, я за грибами ходил поход сейчас. Там или место такое, там очень много красных было, а здесь уже много синих, ну почти все синие. Красные так-то тоже попадаются вон. Вот это не спелые еще. Это будем чистить, выкидывать будем.